Вы слушаете «Радио Спутник. Абхазия». Хотелось бы поговорить о вашем вкладе в развитие. Скажите, за вот эти годы, что вы оказываете содействие в развитии этого спорта, вы видите какую-то положительную тенденцию? И на каком уровне сегодня абхазский спорт, на ваш взгляд, если сравнивать с предыдущими годами? Начну с того, что создана команда из достаточно классных профессионалов, руководителей. У нас есть Бочго Леонид Расимович, у нас есть ребята, там тренеры, порядка 40 человек. Есть система, проводятся определенные семинары, написана программа, и мы следуем этой программе. А программа, конечно, программа развития борьбы в Абхазии. И значит, вот эта система, которая создана, она дает, конечно, большие результаты. Могу сказать, что тренеры, которые приезжают с Северного Кавказа, особенно с Карачаево-Черкесии, они не верят своим глазам, насколько быстро и качественно поднимается борьба как вид спорта в Абхазии. Конечно, у нас глобальная задача – это воспитание молодежи в духе патриотизма, в духе, я бы сказал, состояния высокого слова «человек». И мы это видим, это очень здорово. А какие вот последующие шаги в ваших планах? Что вы планируете? Какие шаги предпринять для того, чтобы поднять абхазскую борьбу и вообще спорт в Абхазии на более высокий уровень, чем сейчас? То, что мы делаем, на самом деле, это системная последовательная работа. Дальше нужны будут какие-то там такие технические вопросы, как, например, строительство школы высшего спортивного мастерства в республике с тем, чтобы наши борцы, уже более выдающиеся из них, могли бы уже очень целенаправленно отрабатывали технику, отрабатывали психологическую подготовку здесь с уже приглашенными дополнительно суперспециалистами со всего мира фактически, не только из России. У нас, конечно, в России самые лучшие тренеры, но тем не менее мы можем брать и что-то еще с уникальных спортсменов и уникальных тренеров. Разные школы в мире. Можно это все дополнять с тем, чтобы уже за рубежом на мировой арене бороться, зная все техники, всю систему подготовки. Более того, если у нас будет школа высшего спортивного мастерства дополнительно, это позволит нам приглашать выдающихся спортсменов, и чтобы наши молодые ребята тренировались вместе с ними в одном зале, натаскивались и уже знали, какой высоты нужно достигать, насколько серьезно нужно тренироваться. В общем, перспектива великолепная. Я убежден в том, что у нас все получится. Будем призывать и готовить к тому, чтобы еще побольше людей, и бизнесменов, и и политиков больше обращали внимание на спорт на примере борьбы. Скажите, вот когда вы начинали ту программу, о которой вы сейчас говорили, вы ожидали таких результатов? Откровенно говоря, я ожидал таких результатов. Когда уже непосредственно смотришь, как совсем маленькие борются, и я прекрасно вижу, что они учатся очень быстро, я вижу, что они очень талантливые, и когда совсем маленькие показывают взрослую борьбу, это всегда восхищает и удивляет, и будет поражать, сколько бы мы ни смотрели борьбу. Поэтому, когда мы начинали, занимались борьбой около 100 человек, сегодня более 1000. Я думаю, что за этот период это очень высокий результат. Занимались, понятно, среди 1000 талантливых существенно больше. Поэтому я вижу хорошие результаты, и я убежден в том, что в последующем наши результаты будут расти, и мы будем показывать очень высокий уровень. Недаром на мировой арене абхазы показывают очень уникальную борьбу, очень интересную борьбу. И в дальнейшем мы эту красоту будем показывать еще лучше, еще больше. Вы слушаете «Радио Спутник. Абхазия».